С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я очень рада приветствовать вас в нашей теплой и уютной студии. На календаре 21 декабря, понедельник, и сегодняшнее число известно тем, что в этот день родился баскетбол и кроссворд. Также вышел первый номер журнала «Огонек», а 26 лет назад в этот день Академия российского телевидения учредила телевизионную премию ТЭФИ, которую в этом году получила и наша национальная вещательная компания. ТЭФИ мы получили за проект «Игры Тыгына». Кстати, слово «ТЭФИ» — это сокращение от слова «телеэфир», а саму статуэтку Орфея, разрывающего себе грудь и играющего на струнах своей души, создал скульптор Эрнст Неизвестный. Вот такие события сегодняшнего дня. Чем же удивит нас погода? Давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила минус 31, минус 49 градусов. Днем ожидается 37-47 со знаком минус. В Заречье утром минус 42, минус 49, днем 42-46. На юге утренняя температура минус 17, минус 22. Днем ожидается практически такая же температура. Чуточку потепления ожидается до минус 16, минус 22. В Вилюйской группе Улусов утренняя температура 36-40, днем ожидается 37-39. В Нижнеленских Улусах 21-24, днем ожидается минус 22, минус 23. На западе утренняя 39-45, днем 37-44. В Калым-Адигирских Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 39, минус 42, днем ожидается 40-43. В Янских Улусах минус 33, минус 36, днем ожидается 36-39. На северо-западе утром минус 30, минус 43 и днем 32-41 со знаком минус. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 46 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается минус 40, минус 42 градуса, небольшой снег, туман. И сегодня объявлен актированный день для учащихся с 1 по 5 классы. А сейчас я по традиции передаю слово своим коллегам из службы новостей. Мы с вами увидимся после их выпуска. Не переключайтесь. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Дети смогут получить вакцину от коронавируса центра «Вектор». Эпивак короны обеспечат после клинических исследований. Об этом сообщил директор центра Ренат Максютов. Рассматривается возможность применения прививки в том числе для детского населения, но только после официально проведенных клинических исследований на подростках, приводятся слова директора «Вектора». Он также отметил, что вакцина обладает высоким профилем безопасности, который обеспечивает и возможность применения в качестве ревакцинации, то есть поддержки и выработки иммунитета и после прививки. Принятие национального проекта по развитию туризма ожидается в России в 2021 году. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Цель документа – расширить возможности интересного и доступного отдыха по стране для россиян. В 2020-м вместе с отраслевыми компаниями и регионами ведомство проделало большую работу. От беспрецедентной программы туристического кэшбэка до запуска новых чартерных направлений, повысивших доступность путешествий и значительно расширивших географию поездок по стране, говорится в сообщении. Названы лауреаты общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Ее вручают второй раз. В конкурсной программе могут принять участие любые авторы, написавшие и опубликовавшие в периодическом издании свои произведения о Дальнем Востоке.
В этом году поступило 144 заявки из 17 регионов страны. Они боролись за главные призы в 3 категориях. Лучшим романом был признан «Ощепков» востоковеда Александра Куланова. В категории «Малая проза» победил представитель Бурятии Константин Санголов. Среди детских писателей первое место отдано Андрею Усачеву за произведение «Волшебная Колыма». Победители получили ценные призы и сертификаты на 500 000 рублей. После долгого перерыва театр юного зрителя вновь открывает двери премьеры спектакля «Вечно живые». Постановка принадлежит заслуженному деятелю искусств Якутии Александру Титигирову и посвящена 75-летию Великой Победы. В спектакле будет задействовано минимум участников, а зрителей рассадят с учетом социальной дистанции. Отмечается, что театр с мая месяца не прекращал онлайн-формат работы. В социальных сетях сейчас готовится и премьера спектакля «Муха-цокотуха» Корнея Чуковского. Кроме того, сейчас артисты готовятся к еще одной живой новогодней премьере для самых маленьких «Дар Луны», где помимо самой сказки артисты проведут игры и веселые конкурсы. Это очень трудно. Вот артистам, даже вот режиссерам, что вот это так работать без зрителя. И вот премьера у нас будет 21-го. Вот уже будет, как сказать, в театре вместе с зрителями. И артисты очень нас так хорошо вот это уже радуются, что выйдут зрителям. И это очень отрадно, что будем работать для зрителя. В преддверии Нового года Управление Роспотребнадзора по Якутии объяснило, как выбрать качественную и безопасную елку. Приобрести праздничное дерево можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Покупать елки с рук у так называемых черных лесорубов незаконно. Лучше всего приобретать в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыпется задолго до окончания череды новогодних праздников. Она должна быть с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, ветви гибкими. Иголки насыщенного изумрудного цвета, эластичные и крепко держащимися на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвойных иголок в ладонях, должен ощущаться характерный запах. Также выбирайте елку с одной макушкой. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо, коллеги. У нас тоже есть свои новости. Сегодня, 21 декабря, самое важное астрономическое событие зимы. А все потому, что сегодня день зимнего солнцестояния. Но в чем же астрономический смысл этого явления? Наверняка каждый из нас уже заметил, что зимой солнце никогда не поднимается высоко. Так вот, 21 декабря оно максимально низко над горизонтом. И сегодня день будет самым коротким. Например, в Якутске продлится всего 5 часов, а ночь самая длинная в году. А все это из-за того, что 21 декабря отмечается момент максимально возможного угла наклона Земли относительно Солнца. Этот угол составляет 23 градуса. Земля как бы повернута пузом к Солнцу, а головой, то есть северным полюсом, смотрит в другую сторону, из-за чего лучи светила попадают на поверхность вскользь. Об этом нам говорит наука, а вот люди считают, что погода, которая будет стоять в этот день, в день зимнего солнцестояния, продлится еще 10 дней. Что ж, посмотрим. Говорят еще, что сегодня можно наблюдать за парадом планет. Кроме этого, каждый год 21 декабря во всем мире принято отмечать день рождения кроссворда. Считается, что некий журналист Артур Уин впервые опубликовал кроссворд современного вида в воскресном приложении газете «Нью-Йорк Волд» именно 21 декабря 1913 года. Но если заглянуть в суть вопроса о дне рождения кроссворда еще глубже, то мы узнаем, что исследователям встречались находки, похожие на кроссворд, датированные чуть ли не 1-4 веком нашей эры. В частности, во время раскопок, производимых в Помпеях, была обнаружена головоломка, удивительно напоминающая современный кроссворд, которую ученые относят к 79 году нашей эры.
Разгадывание кроссворда, я знаю, считается неплохой профилактикой болезни Альцгеймера, поэтому можно предложить этот ребус своим родителям. Но разгадывать можно не только кроссворды, ребусы, но и гороскопы. Например, можно озадачиться, кто по знаку зодиака вам больше всего подходит в любви, в работе, что ожидает вас в определенный день. Например, мне можно сегодня заниматься оформлением документов, и все пройдет гладко и хорошо. А что же вам обещают астрологи на 21 декабря? Давайте узнаем прямо сейчас. Овен. Этот день не подходит для экспериментов. Они часто оказываются неудачными. Лучше действовать проверенными методами. Телец. День пройдет спокойно, можно заняться делами, требующими сосредоточенности, аккуратности, повышенного внимания к деталям. Близнецы. Сегодня вам стоит помнить о том, что смех и положительные эмоции – это лучшее в мире лекарство. Поэтому, если вы чувствуете легкое недомогание, то не стоит сразу бежать в аптеку. Рак. Этот день не подходит для того, чтобы бросать вызов людям, которые сильнее и влиятельнее вас. Постарайтесь настроиться на миролюбивый лад и сохранить хорошие отношения со всеми. Лев. Начало дня будет благоприятным и плодотворным. В это время можно заниматься оформлением документов, решать организационные вопросы. Позже нужно будет переключиться на личные дела и домашние проблемы. Дева. Старайтесь не переутомляться. Сегодня высокие нагрузки особенно плохо сказываются на самочувствии. Могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Весы. Благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с близкими, легко находите общий язык с теми, кого плохо знаете, и производите на окружающих хорошее впечатление. Скорпион. Сегодня вам стоит всерьез задуматься о состоянии своего здоровья, даже если вы чувствуете себя отлично. Стрелец. Плодотворный день, подходящий для новых начинаний. В любых делах поможет интуиция. Старайтесь прислушиваться к ее подсказкам. Козерог. Благоприятный день для общения. Легко восстанавливаются старые связи и завязываются новые знакомства. Водолей. Стоит быть осторожнее с деньгами. Лучше сейчас не тратить их на пустяки, а откладывать для каких-то важных целей. Рыбы. Очень плодотворный день. Можно добиться значительных успехов, почти не прикладывая для этого усилий. Будет шанс завершить важные дела. Друзья, не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на эти цифры свои сообщения. Может быть, у кого-то сегодня день рождения. Мы обязательно вас поздравим в прямом эфире. Ну и не забывайте, что сегодня для учащихся с 1 по 5 классы города Якутска объявлен актированный день. Сейчас реклама, не переключайтесь. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Аксыне отутос күнігер ынбыкасаха ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірек супербилистері ойналар. Уан Тойота масына. Жекускайга уан 5 сыр участыға онтондатын сынала билистер. Ойнитуға кыттар матамир мағығын сертификаттара Жекускайга улустарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Ән жиағыр. Новогодние скидки до 60% в ювелирном доме Киэрго. Эксклюзивные изделия с бриллиантами. Только в Киэрго. Серебряные игрушки со скидкой 40%. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 тысяч рублей. «Торнадо». Сағабыт сайдам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан әғартелер. Үйөрі көтü үктелленен, жол соргу кынаттанын, чугас, таптыр жоңутугар уру седерей оңоқтырын бәлі хундum.
уругут тенейдин. С новым днем, друзья! На календаре 21 декабря понедельник. И в эти дни в нашей республике проходит всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Более подробно об этом нам расскажет Александр Рогалев, заместитель главного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия. Александр Александрович, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается данная информационная акция? Так, Александр Александрович, вас совсем не слышно, можно будет включить микрофончик? Звука нету. Сейчас Александр Александрович настроит звук. Поговорите. Доброе утро, Александр Александрович. Вас не слышно. Так, я хочу напомнить нашим телезрителям, что сейчас мы пытаемся связаться, точнее, мы связались с Александром Рогалевым, заместителем главного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по нашей республике, и поговорим об информационной акции «Узнай о своих долгах», которая проходит по всей стране и в том числе по нашей республике. Александр Александрович, давайте проверим звук, вас не слышно. Давайте мы сейчас попробуем установить связь, установить звук, а пока я предлагаю посмотреть наш следующий сюжет, потому как сегодня, 21 декабря, отмечает свой день рождения такая игра, как баскетбол. Кто стал автором этой игры и где именно родился баскетбол, узнаем из следующего материала. История баскетбола насчитывает 129 лет. Создателем этого командного вида спорта является американский тренер Джеймс Нейсмит. Он придумал эту игру для того, чтобы занять детей в зимнее время, не выходя на улицу. В первое время на соревнованиях по баскетболу играли обычным футбольным мячом, а вместо колец использовались корзины для персиков, которые крепились к перилам балконов. После каждого попадания мяча в цель судье приходилось подниматься и вытаскивать игровой снаряд. Специальные мячи и корзины для игры в баскетбол появились в конце 1890-х годов. Так как корзины устанавливались на балконы, где нередко находились люди, спортсмены встретились со следующей проблемой. Болельщики, стоящие над кольцами, желая помочь своей команде, отбивали мяч, летевший в цель. Чтобы зрители не вмешивались в ход игры, в 1985 году был придуман защитный щит из дерева. С этого момента баскетбольное кольцо с щитом стали иметь привычный для нас вид. Оставим исторические факты и перейдем к рекордам. Лучший показатель по результативности в одном матче принадлежит американцу Уилту Чемберлену. В 1862 году он, выступая за Филадельфию Warriors, набрал 100 очков в матче против Нью-Йорк Никс. Уникальность этого рекорда состоит еще и в том, что тогда в баскетболе не было трехочковой дуги, и все броски с игры оценивались в 2 очка. Все прекрасно знают, что в баскетбол в основном играют спортсмены с очень высоким ростом. Рекордсменом по этому показателю является Александр Сизаненко, выступавший в советской суперлиге. Его рост был равен 245 сантиметрам. Самый дальний бросок в истории баскетбола был зафиксирован в США в 1985 году. Во время матча между американскими университетами Брюс Моррис забросил мяч в кольцо практически с линии аута со своей половины площадки. Мяч, прежде чем залететь в сетку, пролетел 28 метров. Победу самым большим преимуществом в истории баскетбола одержали представители Кливленд Кавалерс, которые в 1991 году в пух и прах разнесли соперников из Майами Хит, победив со счетом 148-80. Преимущество победителей составило 68 очков. Рекордсменами по количеству побед на Олимпийских играх является сборная США. Американские баскетболисты становились обладателями золотых медалей 15 раз. Баскетбол, как и другой любой вид спорта, пострадал от пандемии коронавирусной инфекции. Отменяются международные масштабные старты. Матчи национальных первенств проводятся с ограниченным количеством зрителей или же вовсе без них. Любителям спорта остается надеяться, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и все мы будем наслаждаться матчами любимых команд в полной мере.
Между прочим, сегодня отмечает свой день рождения и такой вкусный напиток, как горячий шоколад. И все мы прекрасно знаем, что шоколад придумали еще древние племена, населявшие Южную Америку. Правда, этот горячий шоколад мало имел общего с современным шоколадом. Он имел в те времена горький и острый вкус. А в Европе этот напиток появился в 16 столетии. Его привез в Испанию Кортес. И через некоторое время испанцы обнаружили, что горячий шоколад оказывает положительное воздействие на здоровье, что он отлично стимулирует деятельность организма и улучшает настроение. С того момента горячий шоколад начал считаться стратегически важным продуктом. Испанская монархия долгое время хранила тайну удивительного напитка. За разглашение информации даже казнили 80 человек. Но долго скрывать шоколад долго ему не удалось, и уже в 17 веке горячий шоколад был известен по всей Европе. Тогда же его начали впервые использовать в медицине. Появились первые рецепты ингредиентов, в которых была вкусная коричневая субстанция. В те времена горячий шоколад был напитком, доступным сугубо элите. Его могли позволить лишь только в очень богатых домах. В 1700 году горячий шоколад пережил кардинальные изменения. В него начали добавлять молоко. Это привело к ряду последствий. Во-первых, горячий шоколад стал менее крепким, улучшился его вкус, а во-вторых, с того момента он стал стоить значительно дешевле. С тех пор история горячего шоколада начала очень стремительно развиваться. В него добавлялись новые продукты, ароматизаторы, и сегодня сладкий напиток – частый гость в каждом доме. Кстати, считается, что горячий шоколад намного полезнее и эффективнее в вопросе утреннего пробуждения и бодрости, в отличие от кофе. Так что, если вы кофеман, рекомендуем поменять свои предпочтения. Доброе утро, друзья! А я хочу напомнить, что в эти дни в нашей республике и в стране в целом проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах». И более подробно об этой акции нам сегодня расскажет Александр Рогалев, заместитель главного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по нашей республике. Доброе утро, Александр Александрович! Доброе утро, здравствуйте. Да, теперь все вас прекрасно слышно. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается суть этой информационной акции? Цель данной акции – это привлечь внимание граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного его погашения, в том числе путем использования ресурса банк данных исполнительного производства на нашем сайте. Угу. А можно ли узнать о своих долгах перед судебными приставами, не выходя из дома? Есть такая возможность? Да, конечно, любой желающий может узнать о своей и даже не своей задолженности в режиме онлайн. Для этого необходимо воспользоваться сервисом банк данных исполнительного производства на официальном сайте нашего управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия. В центре страницы сайта размещена поисковая строка, написано «Узнай о своих долгах». В окне поиска необходимо набрать фамилию, имя, отчество и дату рождения свою, либо своих коллег, можно, контрагентов, знакомых. Ресурс позволяет проверить как физических, так и юридических лиц на наличие задолженности. Если система пишет по вашему запросу «ничего не найдено», значит задолженности не имеется. Если же проверяемое лицо появится, значит появится таблица с долгами, фамилией, отчеством и иной информацией. Получается, что таким же образом можно и произвести оплату, да, через интернет, не выходя из дома. Я правильно понимаю? Да, несомненно, любую задолженность можно оплатить через интернет. А для этого в сервисе, в том же банк данных исполнительного производства, есть возможность распечатать либо готовую квитанцию для оплаты долга в банке, либо отделении почты. Также готовая квитанция сокращает ваше время на заполнение данных, позволяет избежать ошибок. Кроме этого, можно рассчитываться долгами через сервис «Единый портал госуслуг». Угу. Расскажите, а есть ли вообще какие-нибудь нововведения в электронных сервисах вот в вашей сфере? Да, в настоящее время на едином портале госуслуг реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы жалобы и иные документы по производству в электронной форме. Это стало доступно как для физических, так и для юридических лиц. Этот сервис позволяет исключить личные визиты должников, лишний раз ходить в службу, в трудном подразделении. Сервис отработан Федеральной службой ФСП России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовой коммуникации, включая в себя основные ситуации, с которыми наиболее часто сталкиваются наши, так скажем, должники и взыскатели. С целью исключения лишнего посещения здания управления можно все это делать онлайн.
Александр Александрович, скажите, а каким образом люди и представители организации могут попасть на прием к судебным приставам? В настоящее время в управлении Федеральной службы судебных приставов реализован прием по предварительной записи. То есть записаться на прием можно с помощью сервиса «Запись на личный прием» на интернет-сайте официальном, который работает в режиме онлайн. А также запись можно осуществить посредством также портала госуслуг. Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней. Прием ведется в строго определенные дни и часы, чтобы не ждать в очереди. Вот. С начала текущего года более 700 граждан были записаны именно через личный прием. А каким образом и вообще можно ли как-то оперативно связаться с судебным приставом? В настоящее время, да, в связи с пандемией, сложившейся ситуацией, в целях минимизации контактов для ограничения распространения инфекции, особую актуальность приобрела интернет-приемная служба, с помощью которой гражданин может подать электронное обращение и получить ответ на него в электронный ящик в электронной форме. Через этот канал ежемесячно поступает у нас более 500 обращений. Помимо внедрения современных способов связи, служба также развивает традиционные методы взаимодействия с населением. Во всех подразделениях у нас имеются переносные ящики, куда также можно положить любую корреспонденцию, которая будет своевременно зарегистрирована и дан ответ в течение установленного законом срока. Александр Александрович, давайте вернемся к акции, которая проходит в эти дни в нашей республике «Узнай о своих долгах». Вот как долго она продлится и вообще в каком формате будет проходить, учитывая сегодняшнюю ситуацию? Ну, акция продлится с 18 по 22 декабря текущего года. В этом году проводится ситуация санитарно-эпидемиологической в онлайн-режиме. Данная форма выбрана в целях соблюдения установленных государством требований о минимизации контактов. Тем не менее, если раньше мы проводили ее в аэропортах, в крупных центрах, то в текущем году в онлайн-режиме ожидаем, что также принесет должный эффект. У нас тут поступило сообщение, WhatsApp-сообщение. Вы можете напомнить, на каком сайте, где, каким образом можно посмотреть о своих долгах и как оплачивать, соответственно? Спасибо. В строке поиска любого поисковика, поискового агрегатора нужно ввести Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия, и он выдаст ссылку на официальный сайт. Но если позволите, я могу вам продиктовать в латинском формате r14.fssp.gov.ru. Что ж, огромное спасибо, Александр Александрович, за полезную информацию. Я желаю вам удачи и отличного настроения. А телезрителям напоминаю, что сейчас у нас на связи был Александр Рогалев, заместитель главного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по нашей республике. И мы сейчас говорили о всероссийской акции «Узнай о своих долгах», которая проходит по всей стране и в нашей республике в том числе. Ну а сейчас я хочу, прежде чем приступить, уйти на следующий сюжет, напомнить, что мы работаем для вас только в прямом эфире. Я напоминаю наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Может, у кого-то сегодня знаковое событие, день рождения, юбилей, первое свидание. Ну, мало ли что, мы обязательно вас поздравим в прямом эфире. Ну, а чтобы поднять себе настроение, может быть, у кого-то его еще нет, новогоднего я имею в виду настроение, давайте посмотрим наш следующий сюжет. Доброе утро. С добрым утром. Доброе утро. Желаю всем хорошего, доброго утра, хорошего настроения. Конечно же, уважаемые телезрители, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всего самого хорошего и побольше. Поздравляю всех жителей и гостей республики с наступающим новым 2021 годом. Желаю здоровья. Ну и побыстрее ощутить вот этот праздник Нового года. Всех с наступающим. Хорошего дня, отличного настроения, всего самого наилучшего и, главное, хорошего настроения. Не надо никогда забывать. Поздравляю с наступающим и, конечно, с добрым утром. Пусть будет день продуктивным. С Новым днем, друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 21 декабря, понедельник. Мы работаем для вас только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. У нас есть утренние приветы. Доброе утро. Хотим передать привет своим бабушкам и дедушкам, пожелать хорошего дня. И подпись «Посельская Варвара Ивановна», «Посельский Афанасий Афанасьевич», «Чурапчинский улус», село Деринг. Также Сергей Анатолий Антонович, Сергеева Акулина Иннокентьевна. Это Чурапчинский улус, село Мырыла.
Вот такое замечательное поздравление, то есть привет и пожелание с доброго утра. Мы тоже всем передаем привет и всем доброе утро. Ну а сейчас давайте мы уходим на небольшой выпуск моих коллег из службы новостей, переключимся к ним и вернемся к вам через несколько мгновений. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Дети смогут получить вакцину от коронавируса центра «Вектор». Эпивак короны обеспечат после клинических исследований. Об этом сообщил директор центра Ренат Максютов. Рассматривается возможность применения прививки в том числе для детского населения, но только после официально проведенных клинических исследований на подростках, приводятся слова директора «Вектора». Он также отметил, что вакцина обладает высоким профилем безопасности, который обеспечивает и возможность применения в качестве ревакцинации, то есть поддержки и выработки иммунитета и после прививки. Принятие национального проекта по развитию туризма ожидается в России в 2021 году. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Цель документа – расширить возможности интересного и доступного отдыха по стране для россиян. В 2020-м вместе с отраслевыми компаниями и регионами ведомство проделало большую работу. От беспрецедентной программы туристического кэшбэка до запуска новых чартерных направлений, повысивших доступность путешествий и значительно расширивших географию поездок по стране, говорится в сообщении. Названы лауреаты общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. Ее вручают второй раз. В конкурсной программе могут принять участие любые авторы, написавшие и опубликовавшие в периодическом издании свои произведения о Дальнем Востоке. В этом году поступило 144 заявки из 17 регионов страны. Они боролись за главные призы в 3 категориях. Лучшим романом был признан «Ощепков» востоковеда Александра Куланова. В категории «Малая проза» победил представитель Бурятии Константин Санголов. Среди детских писателей первое место отдано Андрею Усачеву за произведение «Волшебная Колыма». Победители получили ценные призы и сертификаты на 500 000 рублей. После долгого перерыва театр юного зрителя вновь открывает двери премьеры спектакля «Вечно живые». Постановка принадлежит заслуженному деятелю искусств Якутии Александру Титигирову и посвящена 75-летию Великой Победы. В спектакле будет задействовано минимум участников, а зрителей рассадят с учетом социальной дистанции. Отмечается, что театр с мая месяца не прекращал онлайн-формат работы. В социальных сетях сейчас готовится и премьера спектакля «Муха-цокотуха» Корнея Чуковского. Кроме того, сейчас артисты готовятся к еще одной живой новогодней премьере для самых маленьких «Дар Луны», где помимо самой сказки артисты проведут игры и веселые конкурсы. Это очень трудно. Вот артистам, даже вот режиссерам, что вот это так работать без зрителя. И вот премьера у нас будет 21-го. Вот уже будет, как сказать, в театре вместе с зрителями. И артисты очень нас так хорошо вот это уже радуются, что выйдут зрителям. И это очень отрадно, что будем работать для зрителя. В преддверии Нового года Управление Роспотребнадзора по Якутии объяснило, как выбрать качественную и безопасную елку. Приобрести праздничное дерево можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Покупать елки с рук у так называемых черных лесорубов незаконно. Лучше всего приобретать в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыпется задолго до окончания череды новогодних праздников. Она должна быть с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, ветви гибкими. Иголки насыщенного изумрудного цвета, эластичные и крепко держащимися на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвойных иголок в ладонях, должен ощущаться характерный запах. Также выбирайте елку с одной макушкой. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. В
2022 году Республика Саха-Якутия отметит столетие образования Якутской АССР. 27 апреля 1922 года Якутия стала автономной республикой в составе России. В год празднования столетнего юбилея автономии Якутии мы вспомним главное о людях и событиях. Первые тонны самородного алданского золота, бесстрашный подвиг якутских солдат на военном фронте, первый алмаз на Вилюе, открытие университета, строительство газопровода на Вечной Мерзлоте, олимпийское золото, самобытный театр. Летопись родной Якутии хранит память о каждом, кто своим трудом и стремлением к невозможному сумел построить в суровых условиях Крайнего Севера новый мир. В 2022 году вместе празднуем столетие образования Якутской АССР. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с азбука. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тутарыт күндү ада. Далбар хотун эдерген кысоготтон, эрге сүттер кемче кийиттен, оготун түйүгер көтөхпүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тахсыр. Ах, суруттар Далбар хотун сурналы. 20 тысяч бонусных рублей каждому на ювелирные украшения. С 14 по 20 декабря в салонах «Золотник» уже идет новогодняя распродажа. Оплатите бонусными баллами за украшения. Ювелирные салоны «Золотник». Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЕКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Олимп Мебель. Огромный выбор мебели для дома и офиса по максимально выгодным ценам. Ведь именно сейчас действуют новогодние скидки до 30% на весь ассортимент. Олимп Мебель. Алыптақ саңа жыл үйнер кейхетігер, қас бірге кейі кәрәні жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәлән ер саңа жылынан ағардалан тұран, барадығар беуін бұрығын адылы чәпчәтіні білдір. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. С Новым днем, Республика! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 21 декабря, понедельник. У нас есть от вас несколько сообщений, очень приятно их получать. Так, абонент с последними цифрами 7413 пишет: уважаемые наши любимые работники НВК, новый день, отличного дня, отличного понедельника. Очень приятно получать такие сообщения, и вам тоже легкого понедельника. Также абонент с последними цифрами 4449 пишет нам: поздравляем с днем рождения Давыдову Мию, с первой важной датой в жизни. Пусть малыш растет здоровым и самым счастливым на земле, а мир, который он сейчас познает, никогда не разочарует и подарит лишь улыбку, счастье и удачу. Замечательное поздравление. Мы поздравляем Давыдову Мию с первой важной датой. Это, наверное, один день, один месяц или один годик. Ну, в любом случае, замечательная дата. Поздравляем. Но мы продолжаем наш эфир. С начала пандемии коронавируса в России появилось много волонтеров, людей, которые готовы выполнять разную работу и в больницах, и вне красной зоны. О том, как стать волонтером и какая нужна помощь, нам расскажет Ринат Фабрин из Нерингри. Доброе утро, Ринат. Доброе утро. Ринат, мы знаем, что с марта месяца, буквально вот как объявили пандемию во всем мире, вы тут же подключились в работу и стали волонтером. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша работа, что вы делаете? Да, в конце марта мы все вступили в волонтерский штаб по помощи людям. В ситуации с распространением коронавируса мы оказывали помощь по покупке продуктов первой необходимости и медикаментов людям в возрасте 65 лет, которые находились на самоизоляции. Помимо этого были еще и более
такие значимые просьбы о помощи. Это транспортировка людей с ОВЗ. Попросили перевести своих родственников поближе к тем, кто в состоянии за ними ухаживать. Собирали, помогали передавать гуманитарную помощь, даже собирали гуманитарную помощь для нуждающихся. Ситуация была на самом деле очень сложная, но мы старались помочь практически всем. Ринат, скажите, а сколько подопечных у вас было и сейчас есть? Ну, у нас на сегодняшний день это 3 всероссийские общественные организации. Это Всероссийский студенческий корпус спасателей, Всероссийское детское юношеское общественное движение «Школа безопасности», добровольно-пожарная команда Нерюнгринского района. В общей сложности у нас около 65 человек числится на сегодняшний день. Угу. Ринат, а вообще как можно стать волонтером? Что нужно для этого сделать? Какие-то нужны определенные навыки или образование, или просто достаточно иметь желание? Ну, я всегда говорю, что в наше время достаточно на самом деле, чтобы было желание стать волонтером, делать добро, помогать людям. Это самое главное. Все остальное, навыки, опыт, это приобретается уже непосредственно, когда человек начинает заниматься своей деятельностью. Самое главное — желание, конечно. А нужно ли для этого быть совершеннолетним? Там какие-то возрастные ограничения есть или школьникам тоже можно? Школьникам, конечно, можно тоже принимать участие в волонтерстве. Давайте вспомним, когда мы с эсеровские времена, это октября, это пионерия, это же все тоже было добровольчество, тоже волонтерство, скажем так. Поэтому, конечно, и дети, во время пандемии наши дети активно тоже участвовали в помощи людям. Бабарыкина Дарья Максимовна, она оказывала психологическую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Звонила, говорила, что все будет нормально, все будет хорошо, 9 мая будет, все равно будем праздновать, несмотря ни на что. Дети тоже могут нести свою пользу, конечно. Рената, а как много времени отнимает у вас волонтерство? Вы работаете, учитесь, все-таки работа волонтером тоже занимает много времени, мне кажется. Сколько часов в день вы уделяете? Я еще являюсь руководителем всех этих общественных организаций. И для меня, конечно, уже последние годы это стало просто образом жизни. Я уже практически привык. Все свободное время я всегда посвящаю, конечно, своим организациям, людям, обучение, тренировки, собрания и все в этом роде. Конечно, много времени занимает. Скажите, а как ваши родные и близкие отнеслись к тому, к вашему желанию, к вашему стремлению стать волонтером в такой опасный период? Все-таки риск заражения очень велик. Наверняка они боялись, переживали за вас. Ну, конечно, особенно родители, они всегда переживают за своих детей. Я хочу сказать огромное спасибо своим родителям. Они всегда меня поддерживают. Всегда благодаря им я смог в этом году очень много реализовать своих идей, со многими людьми провести занятия, подготовить к их работе. И, соответственно, благодаря им мне все много получилось. Огромное им спасибо. Они всегда меня поддерживают. Вы успели, вы вообще переболели коронавирусом или еще нет? Нет, вы знаете, я даже таких симптомов не ожидал. Мне, наверное, повезло, я не знаю. Но на самом деле такого я не ощущал. Угу. А вообще как вы одеваетесь, когда идете к своим подопечным? Надеваете маску, наверное, да, перчатки? Или что-то посерьезнее? Конечно, есть определенные правила. Во-первых, мы перед тем, как выполнять какую-то помощь людям, мы обязаны уточнить, болеет ли сам человек коронавирусом. Да? Если же не болеет, то мы, придя в штаб, обязательно замеряем температуру, обязательно одеваем маски, обрабатываем руки антисептиком, одеваем перчатки при работе, соблюдаем все правила техники безопасности согласно регламенту. Угу. Рената, вы сейчас вещаете с нами из Нерюнгри, да, и наверняка некоторые телезрители смотрят вас сейчас по телевизору, ваши земляки нерюнгринцы. И они тоже хотят стать волонтером. Куда им обращаться, куда идти, куда звонить, куда писать? Нас всегда можно найти во всех соцсетях, мы практически есть, но лучше всего, конечно, связаться со мной по телефону. Это 8 924 178 81 36.
позвонив мне, я потом дам полную информацию, что необходимо для того, чтобы вступить в нашу организацию. Угу. И последний вопрос, Ринат. Какие у вас планы дальнейшие, как волонтер ЧС? Я вижу, что вы прямо такой вот торжественный, у вас медали на груди. Вот, что они означают, за что вам их давали и, соответственно, о планах. Ну, планы у нас грандиозные. Буквально вот на прошлой неделе одна из наших участниц, Киселева Светлана Денисовна, написала проект волонтеров ЧС, защитила его по линии молодежной инициативы. Мы получили грант на 100 тысяч благодаря администрации города Нерюнгри. И вот в 2021 год мы планируем расширить наш штат, скажем так, увеличить его и вот обучить людей для работы, именно связанной с работой в чрезвычайной ситуации. Так как на сегодняшний день мы видим, что и природа нам не дает отдыхать, и низкие температуры, а летом это пожары, паводки, ну и плюс еще люди, которые теряются у нас в тайге. И, соответственно, конечно, нужны люди, которые готовы будут прийти на помощь. Это вот волонтеры, добровольцы наши. Вот. Ну, медали у меня заслуженные, скажем так. Огромное спасибо вам, Ринат, за то, что вышли с нами на связь, за такую хорошую, добрую информацию, которую вы нам подарили в понедельник с утра. Я напоминаю, что у нас сейчас на связи был волонтер, руководитель местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей по нашей республике в Нерюнгринском районе Ринат Фабрин. Мы говорили о волонтерстве. Сейчас реклама, не переключайтесь. Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Новогодние скидки до 60% в ювелирном доме Киэргэ. Эксклюзивные изделия с бриллиантами только в Киэргэ. Серебряные игрушки со скидкой 40%. В Респекте скидки на ноутбуки до 30%. Якутск, Ленина, 36. Видал? Ма, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на сбермаркет.ру. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. В магазине «Унты» здесь большой ассортимент унтов для всей семьи. Женские унты разного фасона, мужские унты, ботинки из меха, кожи и замши, а также обувь для детей. Внимание, акция! Скидки от 3 до 5 тысяч рублей. Наш адрес: улица Редзинского, 24/6, рынок монет Тах. Доброе утро. В эфире программа «Новый день». У нас есть замечательное сообщение от абонента с последними цифрами 5125. Абонент пишет: «Моя крошка-врошка, тебе сегодня 7 лет, с днем рождения. Желаем тебе исполнения всех твоих желаний, здоровья, успеха в учебе. Учись на одни пятерки. Расти большой, никогда не грусти. Будь счастливой, любим. Твоя любимая семья Никитиных, Старосиных». И много-много поцелуев. Такое замечательное сообщение. Здорово. С днем рождения. Крошка-аврошка, 7 лет. Замечательный возраст. Так, у нас есть еще одно сообщение. Наши телезрители напоминают, что сегодня у нас с 21 на 22 декабря колдовская ночь, день зимнего солнцестояния. Я уже говорила, что сегодня самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. И эта ночь обладает особой колдовской энергетикой, можно даже гадать.
Так что, кто верит в это, смело гадайте. Я хочу еще напомнить, что сегодня неофициально отмечаются такие любопытные даты и праздники, как День баскетбола, День горячего шоколада, День жареных креветок, День японской кухни и День миниатюрных девушек. Я тоже, наверное, могу отмечать этот праздник сегодня. Все эти праздники я, конечно, не сама придумываю на ходу. Есть официальный сайт, календарь, информацию всю беру оттуда. Но так или иначе, я думаю, что такие новости с утра немножечко вызывают у вас улыбку и поднимает настроение. Ну, а следующий сюжет, я тоже думаю, что поднимет вам настроение точно. Посмотрим. Доброе утро! Сегодня мы будем готовить домашнее мороженое. Оно готовится легко и просто. Для этого нам понадобится печенье, сливки 30%, сгущенку. И если вы хотите, можете добавить добавки. Я выбрала банан и шоколад. Итак, начинаем. Мы перемешали наши сливки до густоты и для удобства перелили в большую кастрюльку. Сейчас мы добавляем сгущенку в сливки. Теперь мы делаем шоколадную крошку. Все, наша шоколадная крошка готова. Теперь добавляем крем. Последнее добавление к нашей начинке – это банан. Теперь выкладываем первый слой печеньев и заливаем все кремом, но только не весь. Теперь кладем в морозилку, минимум на 3 часа. Наше мороженое готово, можно разрезать и пробовать. Так выглядит наше мороженое. Посмотрите, здесь есть шоколадная крошка, а внутри есть бананы. Приятного аппетита! Доброе утро, и сейчас я предлагаю вам отправиться вместе с нами в Белецкий национальный венкийский наслег. Это в Алданском районе. Жители этого наслега подготовили фильм, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне. И с нами сейчас на связи режиссер монтажа фильма «Алданцы и венки» в годы войны Ирина Спиридонова. Доброе утро, Ирина Егоровна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о чем этот фильм, как вы собирали материал? Ну, суть фильма в самом названии. «Алданцы и венки в годы войны». Он посвящен матери автора фильма, Ивановой Матрёне Афанасьевне, и всем землякам, которые подарили нам мир. Мы рассказываем о тех, кто погиб на полях сражений, о тех, кто пропал без вести, кто потом приехал, возвратился и восстанавливал наши колхозы, о детях, у которых война отобрала детство. Ну, собирали мы материал, мы собирали. Вообще история создания это начинается 10 лет назад, когда учитель русского языка и литературы школы села Хатыстыр Татьяна Баишева подготовила литературно-музыкальную композицию для участия детей, классным руководителем которых она являлась, в районном фестивале «Золотая сказка». Дети очень хорошо выступили, заняли там 2-е место. 1-е место также заняли наши хатыстырские дети, участники школьного театра «Догор». Вот. И получается, значит, здесь у нас использованы материалы книги памяти Алданского района и семейные реликвии. Одной из, получается, внучатой племянницы героя фильма, основного героя фильма Гермогенова Николая Петровича, это Мария Афанасьевна Васильева, которую назвали в честь бабушки, которой предназначено было вот это вот письмо, в котором идет речь о фильме, и похоронное извещение. Ирина Егоровна, скажите, а какова продолжительность этого фильма и где можно его посмотреть? Ну, продолжительность чуть более 27 минут.
ну, получается, получаса, да, и можно посмотреть, мы 19 числа отправили в прокат наш фильм, как говорится, да? Ну, просто вот разослали в мессенджер WhatsApp 3 частями, и можно посмотреть на моем канале в YouTube. Ага. А сколько человек и вообще кто принимал участие в создании фильма? Создание фильма, ну, получается, значит, автор фильма и сценария — это вот Татьяна Баишева. Затем вот она еще по совместительству работает в культурно-досуговом центре села Хатыстыр. И с ней работают основным руководителем коллектива «Инякян» — это Архипова Фаина, которая является режиссером и оператором фильма. Также один еще сотрудник — это Надежда Иванова, она является костюмером. И вот я 4-я, это я занималась монтажом. А роли исполняли наши сельские жители. Это нынешние и бывшие ученики Татьяны Семеновны, школьники, студенты, участники вот этого коллектива «Инякян». Угу. Что ж, огромное спасибо, Ирина Егоровна, за интересную, за познавательную информацию в понедельник с утра. Я желаю вам удачи, хорошего настроения. А мы, конечно же, посмотрим ваш фильм. Напоминаю нашим телезрителям, что фильм «Ладанцы и венки» в годы войны можно найти на Ютубе. Наберите название этого фильма, и YouTube сразу вам его покажет. Сейчас я передаю слово своим коллегам Гея и Джилусу. И всем желаю доброго утра. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.